Несколько месяцев назад президент Абхазии подписал указ о назначении нового министра внутренних дел. В последние годы в этой должности не задерживается ни один руководитель. То ли общественность требует правопорядка, то ли не готова подчиниться закону. А закон суров, на то он и закон, как сказал Наполеон. Новый руководитель внутренних дел Вальтер Будба известен как принципиальный человек с большим опытом работы. И сегодня в программе «Амчра» он будет отвечать на наши вопросы. Министерство внутренних дел – это очень важное ведомство, потому как с правопорядка начинается развитие, и возглавить его большая ответственность. С одной стороны, это очень сложная, ответственная работа, опасная, можно нажить себе врагов. С другой стороны, общество всегда требовательно к руководителю Министерства внутренних дел. Вам приходилось сталкиваться с такой ситуацией за эти полгода, когда пытаются помешать вашей работе? Это же борьба интересов. И, конечно, когда сталкиваются интересы различных кругов, групп, конечно, они пытаются защитить свои интересы. Но это нормальный рабочий процесс на самом деле. И к этому надо быть готовым. Никогда в жизни не будет нигде идеального такого отношение к делу, что ты вот пришел и без помех, без всякого рода угроз, рисков, ты начинаешь что-то делать. Так не бывает. Очень много лет работаете в правоохранительной системе. Вот за последние годы, если вы отслеживаете, в криминальной среде ситуация меняется? Вообще меняется криминал? Да, криминал как мир, он меняется. Сейчас в мире очень даже преступления многие, если мы возьмем практику такую мировую, то много преступлений ушли даже в IT-технологии. То есть мир, как и криминал, так и правоохранительная система развивается вместе со всем миром, и все тенденции мировые не чужды ни криминалу, А нам, конечно, хотелось бы их также оперативно внедрять в систему, как, например, это удается криминалу. Потому что криминал его просто внедряет, а мы должны это согласовать в соответствии с действующими нормативными актами, законами. И это занимает у нас время, и порой в момент, когда это ты внедряешь, она уже устарела. Вы говорите о цифровых технологиях? Однозначно, да. Современный мир уже без цифр, я думаю, не представляется. В каком состоянии ведомство досталось вам? Что было начато для улучшения работы? Что сейчас вам приходится доделывать? Все же познается в сравнении. Я, например, могу сравнить в период, когда я был первым заместителем министра здесь. Я помню, каковы были, как дела складывались, и вижу, каковы они сегодня. Я помню с теми проблемами, которыми я сталкивался. Самое страшное – столкнуться не с теми вмешательствами, о которых вы говорите, извне системы. Самая проблема – это когда сама система не выстроена, и ты за счет этого проблемы свои приобретаешь, помимо всего. На сегодняшний день, если сравнивать с теми годами, я могу сказать, для меня очень важно, я отметил и отмечал всегда, что как мы себе представляем правоохранительную систему? Мы, когда порой говорим о системе, мы всегда говорим только о милиции. Но по сути же это не так. По сути это взаимодействие милиции, СГБ, прокуратуры, следственного подразделения и суда. Вот если одно звено выпадает из системы, система рушится. И могу однозначно сказать, что на тот период не было такого взаимоотношения, которое есть сегодня. Мы очень легко при принятии решения можем договориться, то есть дополнить друг друга, поправить друг друга, и приходим к общей цели. У нас в самой системе несвойственными начали мы заниматься делами. У нас, если брать отдельно милицию, у нас задействованы практически все, используются как ППС. Все по линии МОБ работают. Оперативный состав на улице осуществляет службу по наведению порядка.
Оперативный состав должен заниматься оперативными разработками, точечными ударами. А вот МОП должен заниматься своей работой, профилактикой в основном. И вот эти вещи нам, если правильно разграничить, если каждый будет заниматься своим делом, будет, вот я вас уверяю, результат будет лучше на долгосрочную перспективу. А у нас, когда мы всех задействуем, вот на улицу выгоняем, в результате мы, да, на этом этапе получаем какой-то результат, но по сути система начинает захлебываться, потому что нету той динамики в борьбе с группировками, организованными группами. Их нету. Это ваша стратегия работы? Ну, вот сказать стратегия работы. Эта стратегия вообще должна быть у правоохранительной системы. Мы можем, каждый из нас может нести свою лепту в части того, вот какой опыт ты по жизни там приобрел в ходе там, своей служебной карьеры. Вот этот опыт ты пытаешься наложить на те реалии, которые у нас сегодня есть. Я, например, когда приехал, первое время сам как бы выбрал такую стратегию, что для меня было очень важно понять вообще, что сегодня из себя представляет система. Это же не отдельно взятая там уголовный розыск или там другая служба. У нас очень много системных проблем. И для того, чтобы двигаться, нам нужно к лету там подготовиться. Сейчас будет наплыв. И я как бы посмотрел в целом сложившуюся ситуацию, какие вызовы нас ждут. И чтобы как бы стратегию выстроить свою. Ну, свою как ведомство. Вы говорите, что системные проблемы, о них можно открыто говорить? Или это все-таки касается безопасности страны, и мы не можем открыто говорить о каких-то... Любая деятельность правоохранительной системы – это безопасность страны. Это одна из ее таких задач – это обеспечить безопасность страны. Все эти проявления криминальных элементов, это же напрямую влияет на безопасность страны. Ну вот тут надо нам, знаете как, мы же не можем себе позволить там иметь летнюю милицию и зимнюю. Нам нужно выстроить так, чтобы и летом мы могли обеспечить порядок и достойный отдых гостей наших. Но вместе с тем круглогодично работать в отношении организованной преступности. В целом динамику, если изучить, конечно, тяжкие преступления идут на убыль. Тут много факторов, я полагаю. Во-первых, серьезные криминальные группировки сегодня задержаны по различным делам. Они напрямую влияли на тяжкие преступления. То есть они являлись основными лицами, совершающими тяжкие преступления. Мы же сегодня можем сравнить, да? Сегодня похищений меньше, разбоев меньше однозначно, грабежей меньше. Тут еще следующий фактор. Эта же группировка она же не появляется ниоткуда. Тут надо очень, как говорится, руку на пульсе держать. Всегда группировки становятся вот такими дерзкими тогда, когда происходит некое слияние с элементами государственной власти. Там коррупционная составляющая, они внедряются в правоохранительную, в том числе, систему. И тогда они чувствуют вот эту вседозволенность, безнаказанность и идут на тяжкие преступления. Но я сегодня могу однозначно сказать, что я такого в МВД не знаю. И я думаю, пока я здесь, такого не допущу. Я помню ваши бескомпромиссные высказывания по поводу лидеров авторитетов в криминальной среде. Для меня они, знаете, как я их воспринимаю, таких граждан, но они, по сути, несут очень такой разрушительный для нашего общества, разрушительную идеологию. То, что они несут с собой, я убежден, что не все правильно понимают. То, что они несут с собой, это не абхазского не касается, это вообще нормального здравомыслия не касается. Они несут, у них цель только корысть, там, нажиться и так далее, ничего там другого нету. Они умеют манипулировать мнением общественным, у них идет замена государственных институтов, подмена понятий, подмена ценностей нашего народа. Вот тут самое страшное, что они у нас отнимают будущее, когда вовлекают в эту криминальную среду молодежь.
Ну, тут и наша большая вина в том, что мы не можем предложить этой молодежи альтернативу, вовлечь их в иную, здоровую среду. Ну, тут у нашего государства много проблем, и в одночасье их решить, наверное, сложно. Это очень сложный вопрос, и вообще считаю, этот социум, он нам чужд. Абхазам чужд, имеется в виду ментальностью? Они создали некий симбиоз абхазского и вот этого криминального. И это самое страшное для абхазов. Когда у нас вовлечены в криминальные разборки фамилии, подмена идет, что это по-родственному, а на самом деле они же преследуют просто корость. Им нужно показать такую силу перед силовыми ведомствами, государством, чтобы ты лидеров не смог трогать, потому что за ним, вот видите, за ним люди. Ну, они обманывают народ. Если эти с антисоциальным статусом люди в криминальной среде, они будут изолированы, получается, криминогенная ситуация улучшится, это сказывается на количество преступлений? Вот на что направлена их идеология? Это вот, основные такие, это же в литературе, там, кстати, можно прочитать это. Это укради, государству не служи, принеси в общее, там, так называемый их общак. Да? Ну, там нету государства ничего, и ни абхазского нету ничего. И этим будут пользоваться вот эти лидеры. Вот куда они вовлекают нашу молодежь. Они же говорят, не служи государству. Вы понимаете, что люди, молодежь, вовлеченная в эту идеологию, она не пойдет в армию. Она не будет защищать Родину. Но я простой пример привожу. Это вот сейчас, может, некий посыл будет нашим согражданам. Пусть они их попросят флаг наш поцеловать. Вот я его стану на колени поцелую. А эти элементы поцелуют. Почему нет? А эта идеология им не позволяет. То есть это враги абхазского государства? В целом, да. Ну вот до меня Дмитрий Сергеевич Бар начал запускать пуля-гильзотеку. Это было напрямую, кстати, связано с законом об оружии. Вот. Нам было, конечно, закон поспешили они с законом. Там есть много технических моментов, которые не предусмотрели. На самом деле, если активно оружие использовать, каждые примерно 5 лет оно меняет свою техническую характеристику. Там следы на пули, на гильзы тоже будут изменены. И в связи с этим вообще мировая практика, что перерегистрация осуществляется каждые 5 лет. А у нас в законе прописали, что ношение разрешается на 10 лет. Вольно, стоп. Вольно, вольно. Команду дайте. Вольно. И запустили пуля-гильзотеку, которая осуществляет отстрел нарезных орудий. Проходите. Отстрел нарезных орудий. И вносится в базу те характеристики каждой пули, гильзы. И у нас уже будет в базе сформирована характеристика каждого оружия. И в случае совершения какого-либо преступления, обнаружения пуль, гильз, мы можем сравнительный анализ проводить. Этого не было раньше? Никогда этого не было. В Абхазии мы в этом очень остро нуждались. Это поможет в раскрытии преступлений? Тяжких преступлений, конечно. Мы можем, если будет на месте обнаружена пуля, гильза, мы можем его в базу внести, компьютер быстро считает все его особенности и сразу выдаст, если такое оружие у нас на балансе стоит. А специалисты есть, которые могут с такими вещами работать? Эксперты, специалисты вот у нас, да, тут соблюдены, самое главное, если вы замечаете, шумоизоляция, которая вот в здании вообще не слышно, стрельба. И самое главное, это все практически обеспечена безопасность сотрудника при осуществлении этих действий. У нас здесь, значит, это все кевлар, там кевлар. Они одевают бронежилет, каску,
для того, чтобы во время вывода отстрелов ничего не произошло, не дай бог. Ну, тогда у меня возникает еще вопрос, не связан с этим кабинетом, но тем не менее, у вас есть специальные полигоны для проведения практических занятий по стрельбам? У нас сейчас проблемы не столько в полигонах, сколько в наличии. У нас материально-техническая база оснащается, но это очень финансово емкий процесс, чтобы должным образом осуществлять обучение практической стрельбе наших сотрудников. Это большой объем боеприпасов. Мы на сегодняшнем этапе мы его проводим, но не так часто. Ну, как необходимо или как нужно, я бы сказал. Но в ближайшее время мы это все начнем сейчас при формировании бюджета на год. Будем закладывать приобретение боеприпасов необходимого количества для именно этих занятий. Тут рабочий монитор администратора комплекса БИС «Арсенал», который мониторит его деятельность и проверяет, насколько он исправно функционирует, так как в процессе деятельности бывают неисправности, которые нужно устранять. Здесь у нас расположены две рабочие станции, на которые осуществляет работу оператора БИС «Арсенал». Это первая станция, вторая станция. Здесь происходит сканирование и кодирование гильз, а затем они уже переносятся в обработку. Вот обратите внимание на гильзы, две гильзы, выстроенные из одного оружия. Можете обратить внимание, насколько они местами похожи, но есть где-то различия. В принципе, монитор и техника позволяет нам проводить исследования и даже делать идентификации. В принципе, и по разверткам, по пулям мы также проводим сравнение. За последние полгода, как вы стали руководителем Министерства внутренних дел, было ли совершено громкое убийство, например, чтобы вы взяли это под расследование под личный контроль? Все тяжкие преступления находятся у меня под личным контролем. Убийство было вот буквально недавно в Очамчирах. Ну, лицо мы буквально за 2 дня задержали. Тяжкое преступление у нас было похищение в Гудаутском районе. Тоже в результате совместных с СГБ комплекса оперативно-розыскных мероприятий лица были установлены. Единственное, что мы не стали рисковать жизнью похищенного и были вынуждены более такие открытые мероприятия проводить уже после того, как определенная сумма передалась и лицо было освобождено. Но мы не могли по-другому поступить, потому что речь шла о жизни человека. Получается, тяжкие преступления были раскрыты так быстро и оперативно. Это чья заслуга? Безусловно, это заслуга оперативных служб вместе с СГБ. Мы вот, честно, вот когда я буду говорить об оперативной работе, я хочу, чтобы мы все понимали, сегодня у нас очень хороший тандем с службой государственной безопасности, взаимодействие на очень высоком уровне. И вообще нету тяжких преступлений, где мы врозь работаем. Мы сегодня, у нас очень хорошее взаимодействие. Я могу даже сказать, что вот того, чего не было, когда я здесь был первым замом, у нас было как лебедь, рак и щука. Сегодня мы прям в режиме онлайн можем созвониться, быстро организовать взаимодействие и эффективное взаимодействие. Это заслуга руководителей этих структур? Однозначно. И понимание, как решать эти проблемы. И о чем говорит статистика? Криминогенная ситуация в стране ухудшилась или улучшилась? Динамика улучшилась однозначно. Но у нас есть много проблем, но они были всегда. У нас много проблем с регистрацией преступлений. Но это, как правило, не тяжкие преступления. Это вот эти на уровне краж. Не регистрируются не потому, что правоохранительная система не регистрирует. Нам известен факт преступления. Порой бывают известные лица, совершившие это преступление. Но мы же не можем принимать меры без заявления. Но если нету потерпевшей стороны, невозможно посчитать ущерб. А это одно из таких главных элементов для возбуждения уголовного дела. То есть люди плохо сотрудничают с МВД? Очень плохо. Сегодня у нас сложилась тенденция, когда так стало практичнее жить.
Они так живут. Но мы если изменим что-то в лучшую сторону, доверия будет больше. Потом у нас сама система очень... Вот человек напишет заявление, его начинают там допрашивать, водить по судам. Это все и время отбирает, и не нужны неприятные для него процессы, в которых он просто не хочет участвовать. Я даже больше скажу, у нас проблема самая большая, с которой мы сталкиваемся, это понятые. Вот элементарно. Вот мы не можем найти понятых. А вы поймите, когда речь идет о преступлении, там каждая минута дорога. Люди не идут. Чем аргументируют? Почему Да не хотят они в этом процессе участвовать. Это вопросы системные. Слава богу, у нас и рабочие группы есть со всеми ведомствами, в том числе сейчас судебным корпусом. Парламент новый. Там будет у нас с комитетами соответствующими взаимодействие организовано. Нам надо просто для себя решить, как вот эти проблемы решать. Вот вы сказали о доверии граждан к правоохранительным органам. Как люди работают, чтобы им доверяли? И есть ли те сотрудники милиции, которые не должны работать в правоохранительных органах? Вы как к ним относитесь? Проявляете лишь жесткость в этом вопросе? Мне нужны конкретные факты. Когда касается фактов, я вас уверяю, я принимаю очень достаточно жесткие меры для того, чтобы избавиться от такого рода элементов в системе МВД. Это предатели, понятно. Но я вместе с тем всегда готов протянуть руки тем, кто, наверное, если это не... Про кадровый резерв еще попозже я задам вопрос. Но возвращаясь к видам преступлений, вот ваша пресс-служба предоставляет сводки МВД на ГТРК для трансляции видео в эфире. И если судить по ним, чаще всего совершаются преступления за незаконное хранение оружия, за распространение наркотиков. Насколько эти виды преступления являются многочисленными? Что касается наркотиков, значит, это результаты кропотливой и очень долгой работы. Чтобы вы понимали, вот эти наши так называемые распространители, они же в свою деятельность осуществляют практически в интернет-пространстве. И документировать их деятельность, выявлять их, это очень сложный труд. Я вас уверяю, просто те результаты, которые вы сегодня видите, это такой огромный труд и щепетильный. Потому что, особенно это когда касается наших сограждан, вы представляете, чего будет стоить ошибка? Когда идет речь о распространителе Абхазии, принадлежащей к фамилии, к роду, и вдруг ты ошибешься, эта ситуация будет так очень тяжелая для сотрудников. И вот прежде чем реализовывать эту информацию, мы очень ее тщательно изучаем. Что касается распространителей, у нас сейчас, слава богу, мы договорились, и тоже по этому поводу по указанию президента сформировали рабочую группу. Будем тоже дорабатывать некие поправки, наверное, в закон, чтобы эту деятельность еще более сделать неприемлемой на территории Абхазии. У нас, вы поймите, у нас такие проблемы в законе, что вот я поднимал статистику по осужденным за распространение. Суды первой инстанции дают серьезные срока. Вот они для нас всех, их с информационного пространства выкидывают, то есть дали 16, все граждане довольны, правосудие восторжествовало. А потом уже без шума, без пыли, как говорится, тихо, начинаются пересмотры судебных решений. И по факту он спустя 3 года выходит на улицу и едет домой. Без коррупционной составляющей такое не бывает. Очень много российских граждан, которые сюда привозят. Вот вещи, которые, я считаю, на что нам нужно сакцентировать внимание. На территории Абхазии должно быть очень опасно заниматься распространением наркотиков. Потому что жесткое наказание? Потому что очень жесткое наказание, не просто жесткое наказание. Теперь я там посмотрел, вот сейчас мы будем рассматривать поправки. Значит, не может быть такого рода лицам общего режима. Я вообще считаю, нужно вводить конфискацию имущества. Однозначно. Мы же понимаем, что эта деятельность направлена на
обогащение. Если люди нигде не работают, у их членов семьи шикарные машины, хорошие дома, а они у нас попадаются на распространение. Вы поймите, они попадаются, чтобы вы понимали, чтобы они в это поле попали нашего видения, это они этой деятельностью будут заниматься не менее там 3-5 лет, чтобы попасться как распространитель. А это огромный день. Почему мы не можем возместить государству все его затраты за счет такого рода людей? Мы обязаны это делать. Мы на ваш служебный, да, поедем? Присаживайтесь. Служба и опасна, и трудна, как в песне. И неблагодарна. В песне не договорили. Несколько месяцев назад моя машина попала в аварию. За рулем была не я, мой сын. Так получилось, что на перекрестке он завершал маневр, у него загорелся желтый. И с другой стороны, по улице Лакоба, другая машина вылетела на красный. Вот произошла авария, висели камеры. И если бы не висели камеры, мне кажется, мы с этими людьми не разобрались бы, потому что был какой-то очень-очень долгий разговор, кто больше виноват, кто меньше. И заявление писать мне сказали, не надо писать, внутри мы сами разберемся. Вот. Хотя потом долго разбирались. Я, в конечном итоге, 4 месяца прошло, до сих пор машину делают. Но мне говорят, ты ничего не выиграешь, пока в суд подашь, пока это разберутся, и вполне возможно вообще без машины останешься. Такие случаи бывают часто. Вот как вы прокомментируете, как правильно надо было мне тогда поступить? Идти все-таки писать заявление? Ну, вообще, на самом деле, если произошло ДТП, заявление не надо писать. Надо оставаться на месте, не убирать машину. Приедет ГАИ, зафиксирует сам факт, все измерят, все посмотрят, и будет, как его отдел разбора разберется в ситуации. И не надо никакое заявление писать. Проблема в нашем мышлении. Мы всегда говорим, нет, в милицию не надо обращаться. Почему не надо? И ведь вот эти как говорится, нерешенные вопросы всегда порой у нас очень много выходят боком. Это же такое преступление, которое в рамках отдела разбора закончилось бы. И все, и другую сторону, как его объявив виновной стороной, было бы предложено там возмещать ущерб. Вот если он отказывается возмещать ущерб, да, будет судебное разбирательство. Спасибо за ответ. Я хотела бы спросить в целом о ситуации на дорогах. Машин стало больше. А какая ситуация? Что говорит статистика? ДТП, количество ДТП больше, меньше? У нас статистика говорит о том, что больше совершено ДТП, чем за аналогичный период прошлого года. Но тут факторов на самом деле очень много. И говорить, когда о дорожной ситуации, одним милицейским контролем навряд ли мы добьемся должного результата. Ведь я очень много провожу анализа мест, где происходит больше всего ДТП. В какое время происходит. И все очевидно. Да? Места – это там, где они больше разогнаться могут. Время – это там, когда час пик, так называемый, на работу спешат или с работы. И в период торжеств, до свадебных этих мероприятий. Культура езды у нас низкая. Машины скоростные достаются людям, наверное, легко, коли они так к этому относятся. Конечно, безусловно, пьянка на дороге. Вы знаете, когда я пришел, хотел одно из таких приоритетных направлений моих было, я поставил перед собой задачу снять всех наркоманов с руля. Что это значит? Люди, употребляющие наркотики, не должны садиться за руль. Но у нас коллапс в законодательстве. Это соответствует закону? Так вот, это соответствует требованиям сегодня для обеспечения безопасности. Я к этому подхожу только так. Для меня очень важно создать ситуацию, когда перестанут наконец-то гибнуть наша молодежь и люди на дорогах. Какие у меня проблемы, с которыми я столкнулся? Во-первых, самое главное, чему я удивился, что у нас вообще нету определения наркозависимых. Поясните.
Но нужно разработать определение, что такое наркозависимый, что такое наркоман. Ну, так называемый просто юридически наркозависимый. Когда мы сделаем понятие, определение будет наркозависимый, возникнут последствия. Какие оно несет за собой правовые последствия. То есть, когда лицо будет признано наркозависимым, автоматически мы лишаем его прав. Автоматически он не может никогда получить на ношение, хранение огнестрельное оружие. И вот такие последствия правовые, которые тоже носят профилактический характер. У нас очень много наркоманов. И этот сегмент надо регулировать. Это общество нужно лечить. Я же не говорю там к ним как-то отнестись жестко, как бы ущемить их права. Но надо их лечить, но вместе с тем их нужно немножко, наверное, ограничить в правах, так как они больные. Мы должны признать, что эти люди больные. Которые... Больные, но не преступники, больные. Я бы, просто у нас законодательство сегодня их сделало преступниками. Это долгий разговор по наркомании. Я бы, честно сказать, признал наркозависимых больными людьми, не как преступников, больными людьми. Но я понимаю, что государство, не признав их больными, оно должно принять меры по лечению. Да. Скажите, пожалуйста, вот эти видеокамеры, которые висят на дорогах, они имеют результаты? Их работа как-то учитывается? Да, много предложений компаний частных, которые готовы нам в некотором смысле оказать услугу по предоставлению информации в отношении лиц, нарушающих. Мы изучаем этот вопрос. Компания, которая готова нам оказывать эти услуги, она рассчитывает на определенный процент со штрафов. То есть мы должны им оплачивать эти услуги. И тут возникает вопрос, а можем ли мы своими силами оказывать и получать те же деньги, только уже государству? Вот с чем я столкнулся, когда были вот эти камеры, я очень много недовольства слышал от людей, когда они говорят, что мы не будем платить частникам, кому-то в карман и так далее, и так далее. А если это будет государственной программой, единственное, надо проработать, наверное, нам положение, закон, поправки внести, чтобы мы, МВД не может осуществлять эту деятельность, но я думаю, при МВД со 100% государственным участием можно создать компанию, которая будет эти услуги оказывать. И я когда посмотрел финансовую составляющую, то есть одна камера сегодня, не самая лучшая, на этом этапе можно взять даже бэушную купить. А вот при предыдущем министре Дмитрий Сергеевич, он приобрел такие камеры. Вы знаете, камера себя по большому счету отбивает и оправдывает за буквально 2,5-3 месяца. То есть со штрафов? Со штрафа, да. Мы же эти деньги все в государство отдаем. Тогда, если государство готово со штрафов нам оставить те проценты, которые они хотят отдать бизнесу, который нам будет оказывать эти услуги, мы, может, сами с этим справимся. Мы сейчас это изучаем. Еще одна проблема ДТП со смертельными исходами. Насколько показывает жизнь, многие к этому относятся как к случайности, и поэтому не все оказываются за решеткой. Как вы к этому относитесь? Очень отрицательно отношусь. Вот я вот сейчас расскажу как говорится, самое свежее событие, которое было. У меня сотрудники госавтоинспекции проводили рейдовые мероприятия в ночное время. Стоят с мигалками, и все как положено. И осуществляют рейдовые мероприятия. Парень молодой, не имея прав, будучи в алкогольном опьянении, я не знаю, какой маневр он хотел совершить. Не хочу думать, что он умышленно осуществил наезд на сотрудника, разгоняет машину, когда видит, что стоят мигалки, и сбивает сотрудника на обочине. Жив сотрудник? С Божьей помощью. Вот он жив не потому, что там просто Бог так захотел. И что в результате? У нас уже очень гуманный суд. Домашний арест. Все преступники под домашним арестом. У нас самый гуманный суд в мире. Я не могу понять, что должно произойти, чтобы их начали задерживать. Человек сбивает сотрудника при исполнении, будучи пьяным, без водительского удостоверения.
Я не кровожадный. Я не хочу, чтобы там кто-то сидел. Но я хочу создать ситуацию, в которой такого рода действия должны быть наказаны. Глядите, это даст там другим, заставить их задуматься лишний раз. Но мы не должны такую практику у нас как и поощрять. Ни в коем случае. У меня еще другой вопрос. Бытует мнение, что останавливают гаишники, останавливают не всех, что есть какая-то привилегированная каста, например, на дорогих машинах, или, может быть, люди бизнеса, может быть, чиновники, может, их родственники и так далее. У меня на этот счет две свои версии. Первая, потому что, может, сами сотрудники милиции не хотят вступать в конфликт, и, может быть, речь идет о их безопасности, потому что на самом деле и на них могут наехать. Ну, либо это сильные мира сего, которые могут не подчиняться закону. Я думаю, и то, и оба случая имеют место, оба варианта. Но больше всего, наверное, первое, это когда он не хочет в конфликт вступать с людьми, которым система пока должным образом, на которых не реагирует. Значит, вот знаете, у нас такая практика тоже опять же сложилась. У нас, вот элементарный вопрос. Сотрудника сбивают, он не сидит. Почему он не сидит? Если мы не будем защищать сотрудников, они не будут работать. Еще что у нас происходит часто? Вот сотрудник в этот конфликт, вступив в этот конфликт, система должна его защищать. Он не должен с этими людьми разбираться один на один. Это не человек там, по фамилии, имени определенном. Это сотрудник милиции. И его система должна защищать. Я и в прошлый раз... Он представляет закон и порядок в стране, в первую очередь. Он защищает нас всех. Он защищает наших детей. И вот если вы помните, когда я, будучи первым замом, у нас умышленно вообще там было прямое покушение на сотрудника. А когда один из преступников, он уже осужден, мы можем это говорить, как он там лидер преступной среды определенного района, стрелял в сотрудника, как его уголовного розыска, при исполнении в форме. Его никто не хотел задерживать. Почему? Потому что никто не хочет лично боятся остаться один на один с этой проблемой. Я был вынужден сам лично принять меры по его задержанию. И вы что думаете, он же давно дома? Да, и я такое противодействие получил, в том числе от предыдущих руководителей нашей страны, которые говорили, не надо этого делать. Вот и за таких причин, вы были уволены. Одна из причин. Не могу так говорить. Просто, знаете, наверное, когда мы не готовы к определенным действиям. Часто в тех же сводках МВД мы видим, как задерживают распространителей. Это хорошая работа УКОН или поток увеличился наркотиков в Абхазии? Бытность первым заместителем министра я выезжал на рабочую встречу. Тогда в России был госнарконтроль. Я выезжал на рабочую встречу, потому что практически всех основных организаторов поставок на территорию Абхазии, но очень многих, может быть не всех, но очень многих мы уже установили. Попал на серьезный уровень переговоров в госнарконтроле. Сейчас эта служба ликвидирована в России. Эта служба уже в составе Министерства внутренних дел. И когда начал говорить о тех объемах, которые на Абхазию работают, хотя для нас это критично и губительно. И в этой связи тут сложно взаимодействие на должном уровне министерств организовать. К сожалению, мы вынуждены взаимодействовать на региональном уровне. Краснодарского края. Когда вы говорите о больших потоках, поток же регулируется, тот рынок сбыта какой. Небольшим считается рынок сбыта здесь? Для наркобизнеса, да, он незначительный. Да, для нас он критичный, да, но для наркобизнеса он незначительный. Вы сказали о хорошем взаимодействии с СКБ, с прокуратурой, а с судами как у вас строится работа, и вы что можете сказать о их работе? Конечно, хотелось бы намного лучше, но сегодня уже есть динамика. Все же озабочены этой проблемой, все понимают, но есть эти
лазейки в законе. Нам нужно просто все вместе сесть, поделиться опытом в каждой сфере и вот эти лазейки, наверное, закрыть путем внесения поправок в законодательный акт. Закон об оружии был принят 6-м созывом парламента и вступил в силу с 1 марта 2021 года. Как-то он отразился на вашей работе? Ой, это очень для меня тоже болезненная тема. Я не могу понять логику, зачем в курортной стране вооружать молодежь. В случае начала войны с Грузией. Пистолет поможет. Пистолеты именно. Но некоторым странам даже пушки, и гаубицы, и танки не помогли. Современная война, во-первых, другая. Я не говорю, что к ней не надо готовиться, но пистолет – это не решение вопроса. И ходить в парке, в зоне отдыха, в зоне массовых скоплений с оружием, я не считаю, что это нас обезопасит. Это типа как часть какого-то имиджа. Я сильный, вот я демонстрирую. Крутость. Такая молодая крутость. Да, давайте я подхожу к вопросу элементарному. Я уже не говорю об отдыхающих. Ездили, кто ездит за границу. Разве я в Испании себя ощущал бы комфортно, если бы рядом со мной сидел бы местный человек, который говорит на языке мне непонятном, я не владею иностранными языками. И у него еще вызывающе себя ведет, оружие висит, он выпивший. Я себя комфортно ощущал бы. Далеко не будем ходить, давайте иностранцев. У нас мы здесь не ощущаем комфортно. Мы же с семьями, когда сидим в ресторане, и рядом с нами сидит группа людей, и у них у всех торчит оружие. Вы с детьми себя комфортно ощущаете? Я сомневаюсь. А с чего? Мы же понимаем, что отдыхающий, он вообще для него это дико. Тем более такие случаи были. Я с удовольствием бы, как предложение, кстати, опять же, по указанию президента, и по этому вопросу сформирована рабочая группа. А что предлагает рабочая группа? Выработать единый подход для решения этой проблемы. В этом плане у нас мнение практически не разнится, когда я бы, например, внес поправку, что в общественных местах массовых скоплений, в курортной зоне лицу вообще запретить ношение оружия. Какова раскрываемость по коррупционным делам? Есть ли препятствия в раскрытии этого вида преступления? Все виды преступления раскрывать очень сложно, а это вообще особняком стоит преступление коррупционного характера. Это, как правило, преступления в сфере экономической направленности. Я в России в последнее время работал как раз в подразделениях противодействия коррупции. Там очень много преступлений прямо раскрывается. Сложно задокументировать передачу или получение взятки. Это процесс такой очень скрытый. Но такого рода, как у чиновникам, часто применяется превышение должностных полномочий. Но у нас нету, я так понимаю, нету закона о какой службе и так далее. То есть должностные преступления должны быть регламентированы, и тогда мы сможем к чиновнику, который злоупотребляет своими полномочиями и занимается не тем, что от него ожидает общество, применять меры. Что касается, если говорить коррупция непосредственно перед взяточностью, мы же понимаем, мы тут понятого не можем найти, а найти лицо, которое нам будет содействовать, внедряться практически в группу лиц для выявления коррупционеров, я думаю, это вообще невозможно в Абхазии. Очень сложно это документировать, такого рода деятельность очень сложно. Ее и в России очень сложно, и вообще по миру очень сложно. И еще у меня такой вопрос. В каком районе Абхазии чаще происходят преступления? Где нужно усиливать работу правоохранителей? Можно как-то такой-то район выделить? Я бы сказал так. Нам, наверное, надо выбирать район, где больше плотность населения выше. Сухумский район, Гагарский район? Пицунда, соответственно, Гудаутский район достаточно
много отдыхающих. Ну, где больше соблазна, так сказать. Это все-таки связано с отдыхающими больше, если преступление больше? Рассчитывают на то, чтобы не последовало наказание. И потом отдыхающий, он отдыхает, он расслабленный, он менее осторожен. Это все факторы влияют на криминогенную ситуацию. Тогда следующий вопрос резонный. Уже вот лето. Ожидается большое количество туристов. Работу правоохранительных органов надо будет усиливать. А есть ли у вас для этого возможности? Будем исходить из того, что есть. Возможности, я думаю, сил и средств при правильной расстановке мы, я думаю, уверен, справимся. Планируется ли строительство здания новой тюрьмы, а также вот раздельное содержание преступников по категориям особо тяжкие преступления, может быть, менее тяжкие преступления? Ну, по поводу стройки, наверное, немножко не в моей компетенции. Мы, конечно, это хотим, желаем. Вообще, я считаю, что если говорить о порядке в Абхазии, надо начинать с тюрьмы. Невозможно говорить о правосудии, если лицо не отбывает тот срок, который необходим. Тюрьма может исправить человека? Тюрьма, вот та, которая у нас сегодня, нет. Но мы это все понимаем. Нам нужна тюрьма современная. Я, знаете, иногда, когда мы же, надеюсь, мы будем, как говорится, тех заданий или там заказчиками, наверное, мы будем, как мы ее видим. Хотя это прерогатива Кабинета министров, наверное, осуществлять такого грандиозный проект. По мне, тюрьму, и мне очень понравилось, когда президент сказал, прям вот видно, что человек, не мое дело комментировать, но тем не менее, что понимает проблему прям полностью. Когда он говорит, тюрьма должна быть далеко и нелегко доступна. Когда он сказал, что она должна быть в Латах, я просто целиком и полностью поддерживаю данную позицию, потому что, вы представляете, 4 часа в один конец, не так просто поехать. Во-первых, дорога одна, ее контролировать легче. В тюрьме создать надо те условия, которые должны быть. Но вместе с тем, если лицо хочет встать на путь исправления, мы ему должны предоставить для этого все условия. Когда я свое мнение выражаю, многие смеются и говорят, это чуть-чуть неправильно. Я считаю, я прав. Там должна быть библиотека, там должен быть полноценный спортзал, полноценный бассейн. Я вообще сторонник того, что в тюрьме должно даже в некотором смысле и обучение возможно. Вот если освоить какие-то профессии. Конечно, когда человек потом, выйдя, найдет себя в этом социуме, он, наверное, не будет прибегать к преступлению. Как минимум шанс надо дать. Если мы даже из 10 одного выведем из этого социума, то это тоже же победа. Потом, смотрите, я как подхожу. Вот попал человек первый раз, если это молодой, до 20 лет, до 22, вопрос условно-досрочного освобождения должен быть напрямую связан с осваиванием школьной хотя бы программы. А там у него должен быть доступ, получить образование. Хочет он учиться, пусть учится. Если там постарше, какую-то профессию, не то что специальность, наверное, какую-то приобрести. И тогда это другая будет тюрьма. А если люди идеологией своей просто мыслят криминально, как мы это понимаем в классическом виде, то для них сделаем особые условия. Пусть они живут совсем в других условиях. Более жестких условий. Однозначно, более жестких. Это тоже будет, у нас же все познается в сравнении. Вот люди будут понимать, у каждого будет выбор. Ты хочешь жить по понятиям, так вот твое место. Хочешь, чтобы тебе государство дало шанс? Вот бассейн, спортзал. Занимайся собой. И вопросов нет. И больше, я вам скажу, государство несет нагрузку содержать тюрьму. Да. Так можно же там производства небольшие осуществлять. Женщин сейчас у нас много попадается, распространителей наркотиков, сроки большие. Мы их держим в закрытом помещении. Так они же могут шить элементарно.
Это осуществимо, а в чем проблема? Деньги. Большие финансовые вложения. Деньги. Проект очень, вы поймите, объект специальный. Там очень много специфических сооружений. Там очень много даже, наверное, автоматизации. Это все дорогое удовольствие, программное обеспечение. Это дорогое удовольствие, но это необходимо. Если мы хотим точки отсчета с точки зрения наведения правопорядка, я думаю, будет это строительство тюрьмы. Я еще хотела спросить про реформы МВД. Еще Дмитрий Сергеевич говорил несколько раз в интервью абхазскому телевидению, что готовится реформа МВД. Я ее читал. Значит, знаете как? Я ее, пока мы готовили эту реформу, жизнь чуть-чуть тоже двинулась вперед, и возможностей у нас стало, я хочу верить, что больше. То есть мы его чуть-чуть подкорректировать, считаю, надо. Для меня к реформе подхожу очень, очень осторожно. Любая реформа – это финансово емкое действие. И в связи с этим самое страшное в реформе – это начать и не закончить. Для осуществления реформы должна быть правовая основа, финансовая основа и стабильность. Потому что надо рассчитать, какой период это займет. И, на мой взгляд, мы уже обсуждаем ее, я думаю, буквально мы уже несколько шагов сделаны, просто мы не можем пока их озвучивать. Значит, мы пошли другим путем. Мы ее разбили на этапы и некую дорожную карту сделали, и начинаем осуществлять ее пошагово, готовим плацдарм некий, который в случае каких-то сбоев не позволит всю систему разрушить. Тем более надо учесть, что мы входим в лето, когда у нас будет очень много отдыхающих, и тут надо быть, на мой взгляд, очень аккуратным, потому что мы можем просто то, что уже сложено, разрушить, не создав новое. Хотя я убежден, что делать много нужно, но, наверное, надо к этому просто аккуратно отнестись, а так она, конечно, актуальна. Еще я заметила у вас в кабинете икону. Вы человек верующий? Да. Православный? Православный, верующий. Я, кстати, осветил кабинет, когда пришел. Я не знаю, я без веры в Бога, наверное, добро сложно нести в люди. А в вашей работе помогает? Конечно, помогает. В работе, как можно сказать, мне она помогает. Я убежден, что без Бога я ничего не добьюсь. Знаете, даже очень многих людей, когда разного рода вопросы встают, я всегда говорю, мы можем договориться, что там скажем. И в завершении нашего интервью традиционный вопрос от программы «Амчра». Какие 3 пункта у вас в планах, которые вы должны реализовать в течение года? В течение года, если у меня там некие поправки нужно внести, на мой взгляд, я бы сакцентировал внимание. Для меня просто крайне важно снять всех наркоманов с руля. Это мы совсем другую атмосферу получим на дороге. Самое главное в этом, что такой подоплеку, которую я вижу, что мы некий посыл молодежи пошлем. Я сомневаюсь, что какой-то молодой человек планирует свою жизнь без машины, без руля. И если мы сможем сделать так, что наркоман не сможет сесть за руль, я думаю, это очень серьезным сдерживающим фактором будет. Даже если мы из 10 2-3 души спасем, я думаю, тоже результат. Это один пункт. Первый пункт. А второй пункт, конечно, я бы предпринял меры по декриминализации нашего общества. Но тут тоже системный подход нужен. Я не хочу, чтобы это выглядело шашкой на голу бегать. Нет, на мой взгляд, нужно последовательно, системно наращивать обороты, наращивать давление на криминалитет. И, наверное, надо заставить, это тоже наша часть общества. Одна часть заблудилась, другую часть ввели в заблуждение умышленно. Кто-то этим, конечно, пользуется, так называемые их лидеры, авторитеты. Они, введя людей в заблуждение, если посмотреть реально, кто богато живет. Они живут богато, а эти бегают, и их ловят, у них проблемы. Одним словом, нужно людям одним помочь образумиться,
а других, наверное, изолировать, тех, кто, с кем не получается. Вот декриминализация общества, это для меня очень важно. И третий пункт, это, наверное, в том числе декриминализация с экономической сферы, ну, борьба с коррупцией. Если не навести порядок в самих ведомствах, которые должны наводить, это осуществлять, в том числе, если коррупционная составляющая там будет присутствовать, ну, наверное, эффективность наша будет очень низкая. Спасибо вам большое. Это ваше большое первое интервью в качестве министра внутренних дел. И нам очень приятно, что вы дали абхазскому телевидению. Все начинаю с государства. Спасибо. Спасибо.